Сегодня был дан старт реконструкции корпуса номер 10 СГУ имени Петерима Сорокина, в народе старого корпуса КГПИ. Студенты в этом здании не учатся с 2016 года, с того момента, как экспертиза показала, что в значительной части помещений нахождение людей небезопасно. Каким будет здание через 3 года, расскажет Дарья Вологжанина. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Ура! Старт! Здание бывшего КГПИ было построено в далекие 30-е годы. Поэтому идея реконструкции корпуса не нова. Еще в 1966 году было выявлено аварийное состояние балок перекрытия. Тогда был предложен первый проект капремонта. Возвращались к вопросу реконструкции и в 90-е, и сейчас. Износ фундамента и несущих стен – 80%. В 2017 году это была первая весточка, когда первый этап вхождения в федеральную адресную инвестиционную программу. И, наконец-то, в 2019 году мы полностью вошли в эту программу. Нам было сначала выделено финансирование на подготовку проектно-сметной документации. Надо сказать, что через конкурсные процедуры Чувашграждан проект выиграл этот тендер и достаточно добросовестно справились с этой задачей, потому что мы с первого раза прошли государственную экспертизу. И уже было принято решение о финансировании. Это почти 860 миллионов. С 2016 года здесь совсем не ведутся учебные занятия. Функционирует только первый этаж. Кроме того, планировка здания не соответствует требованиям пожарной и санитарной безопасности, а потому будет реконструирована. Старый корпус ждет почти полный демонтаж. От здания останется только столовая. Разрабатывался вначале эскиз здания, где основной задачей, наверное, 2 основные задачи, было сохранить дух этого здания и соблюсти именно стилистику здания, чтобы оно воспринималось людьми как родное. Хотя оно современное, новое, с новым оборудованием. В эскизе постарались как раз это все передать. Стилистика здания сохранится. Это будет узнаваемый неоклассицизм с колоннадой на входе, рустовкой по стенам и барельефами. Площадь корпуса и его пропускная способность увеличится в 2 раза. Он вместит 2500 студентов. Мы всегда очень радуемся, когда наш город обновляется, обновляясь хорошеет, когда появляются абсолютно новые не только условия, но и возможности. И очень символично, что сегодняшняя наша встреча проходит накануне 1 сентября. Для меня очень символично, что мои студенческие годы, они тоже прошли в этом здании. Я училась на факультете иностранных языков, и именно этот факультет обучения в этом здании проходило. Согласно проекту, в новом здании будет 16 учебных аудиторий, каждая на 30 человек, и 3 амфитеатра на более чем 100. Подрядчик уже определен, а сегодня был подписан договор строительного подряда. Во внутреннем дворике будет рекреационная зона и место для установки исторического элемента – скульптуры студента с книгой. Реконструкцию корпуса подрядчик обещает завершить в 2024 году. Дарья Вологжанина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.